В прямом эфире Чеченской Вести я, Рамзан Абуев, и мои коллеги и журналисты готовы поделиться с наиболее значимыми событиями. Ассаламу алейкум. Чем запомнится понедельник, 20 апреля. На страже безопасности. В Грозном торжественно отметили 20-летие специального моторизованного полка «Север» имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Героический подвиг. Чеченец Висхан Закаев спас от затопления жилой квартала в Дагестане во время непогоды. Где лужа, там и я. Более теплого приема мы не встречали. Замечательный коллектив театра, замечательное руководство театра, которое нас встретило. Воронежский театр привез в Грозный интерактивный спектакль для маленьких зрителей. «100 домов для семей, пострадавших от стихийного бедствия, возводят в селении Новоубиной. Работы идут в ударном темпе сразу на всех участках. Где-то уже монтируют крыши, а где-то поднимают стены. Рамзан Кадыров проинспектировал стройплощадку, чтобы лично оценить ход работ. Строители действуют комплексно. Параллельно к домам подводят все необходимые коммуникации. Это позволит людям заселиться как можно скорее. Репортаж Ахмеда Рамазанова. Меньше месяца назад здесь, в селе Новый Биной, началось строительство для семей, которые остались без своего жилья в результате разрушительных паводков. Однако фантастические темпы работ привели к тому, что уже сегодня во многих домах завершены основные работы. Рамзан Кадыров фактически ежедневно проверяет ход строительства и лично контролирует соблюдение сроков и качества. О том, на какой стадии сейчас находится объект, главе региона доложил министр строительства, ЖКХ, топлива и энергетики. Депутат Государственной Думы Адам Дельмханов отметил, что в федеральном центре высоко отмечают действия руководства региона в чрезвычайных ситуациях. Всем пострадавшим была оказана незамедлительная поддержка. На федеральном уровне
Председатель правительства доложил Рамзану Кадырову, что с начала чрезвычайной ситуации все структуры активно работают, уезжают на места последствий и проверяют степень разрушения, не ожидая заявок от пострадавшего населения. Магомед Даудов также рассказал, что на данный момент работа ведется с выплатами для жителей, у которых частично или полностью разрушены дома. مصر السماء السماء كل السماء جزء سادم على الصول سوى شغل الزينة عاد بيتنات تيسي تريستا ديونا تريستا تيسا الجريشن ديونا شيء زيك الادمنستراتيات ديونا مصر أبوابنا ويتفق إنفراستруктура не штейждат именно население حاجالير وبري حلقين نظام تارك كلش تعالتا هناك بين إنترنت سابق وبطلع دوش ديونا عياق كرمشلو грамотность доктора биона хал программе пагай social программ хал программе государственный хал программе مسارة биона هذا البارنيا ملغو شو تك نمست دعوة تسيرة مسوك يختيش لنا بيرو ديونا بيرو очередной ديونا выплат школ и первую очередную выплату уже чекают что следующий выплат частичные и полные потери имущества выплат полученных дион на чекают район ما قال ده تصحتك وقتشايس يا هو بوقل زيخ الوطقة لما نيوش وقري حالة بالنسبة هو خلاش بقولهم هذا البارمي حقيقة تسين وش ضد عدول مينيموم رمزاء ما ساعة شو غنجي هنا زرق سلي مثلا زرت يوم أكت وطول زرت كميسي جين غلط اليوم شوش دنيا بيونا شوح قسم نشوش تبيون ستاز بيون بيت شبه قلها هو شوح بقول هو قسم شوح بقول نحبول شو رمزاء По словам Адама Делимханова, даже в бытность советской власти руководство страны не обращали внимания на население, нуждающегося в помощи. Но сегодня, благодаря политике первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова, который продолжил глава региона, субъект процветает. 70-е годы, 72-й годы, со шишо дошло, бейнер ваде, кем потакает, амадан, сузабна, айдал бармя, цатак хожбал боштагвазов. Он мет килат, ан итхоин тяхин, ванан айн мет крундagi olsun o, eminde. İmettek, yalsot imettek, ki dokber, dokdüz ol bu Allah. Çari qitaloşdu, üç suditsdeş. Traktori ayıtı. Делда модуни стравюта бошна трактори эти участковые воги имеет дах бошна цестя тюлица дюч остаипнер хиз доктор тагана шадриги таган хочадол берка тара шабрик дел قيتم بو الغاز وقبل دول احمد حاجي تنز اربولش ودي دقلش وبيجري نام واستي بركه دورم نهاج حبركه دو تخيل شي هرتي فما ودنيا شو تحني مت خلش دات ميلجو يخش باش حلقل شي ميلجو اخشل شي هم организовать да هما هم نهجو تغن на федеральном уровне митча хоталани депутат Госдумы, Совет Федерации, правительство, любой цанкет администрация, поручение цанкет тербой. Если мастер боштек, му организовать долошуки, му долошуки бош, и так и камелду из худу, из ом ю аббат боше, ам хонрези доше, оман халавел гаду, дик бел швой бойч мухталан, да, дик зихам бой, да, халак бой, бусол динна нохти омана. Возим 9 года, кабата. يصوت مثل لاعب دروج بخلاف كده أو شو شوفه ما في يلا يروح يلا بتعيد يلا بتقولون إيه كان عبارة حد دين شخص دوت يلا بكده خلاص شو أو شو شوف عقبة يصوت مثل صور سينا دوار وجه غير عمدي На первой линии почти завершены все фасадные и внутриотделочные работы. На данный момент ведется процесс асфальтной укладки на проезжей части. На других линиях уже заняты покрытием кровли. На месте эксплуатируют более 100 спецтехники. Более 1000 рабочих, несмотря на дождливую погоду, трудятся круглосуточно, чтобы жильцы как можно скорее заселились в свои новые дома. Ликвидация последствий стихии продолжается в круглосуточном режиме. Рамзан Кадыров призвал не снижать темпы и качество строительства, чтобы уже к маю семьи, оставшиеся без жилья, смогли заселиться в свои дома. Ахмед Рамазанов, Саид Эми Мусаев, Магомед Ахматов при поддержке пресс-службы главы правительства Чеченской Республики, Вести, Чеченская Республика.
В Грозном торжественно отметили 20-летие специального моторизованного полка «Север» имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Обращаясь к личному составу, Адам Кадыров выразил благодарность за добросовестную службу. В годы борьбы с международным терроризмом бойцы проявили себя с лучшей стороны, а сегодня эти воины отстаивают интересы в зоне СВО. В ходе мероприятия отличившимся вручили высокие государственные награды. О героическом пути длиной в 2 десятилетия в репортаже Ахмеда Рамазанова. История подразделения началась в 2006 году. В то время перед бойцами стояла четкая и жесткая задача – окончательное искоренение международного терроризма на территории Чеченской Республики. С этой целью Магомед Исаков прошел службу со дня основания полка. За период службы он участвовал в различных спецоперациях и с самого начала СВО вместе с товарищами сражался на передовой. Службе безопасности Кадыров Ердухар, непосредственно командир, начальник службы безопасности Рамзан Ахматович Кадыров. Так, хакаха, ногчичах, по порядок инацаш, за предел, за границей Хилладу, Украины, Юлия Чана, с первых дней направление Киева. Это дунда, Маситозу, Украина, Хилладу, дагди за юр долшту. Так, уйштолхума, шадолхум деригивай долшту. Так, первый президент Ахмат Хаджи, давал строго дольцен, церковь фондо, сам ешо чтец, он ешек, хилойтшу. Так, мосо хумар само еш, вай пачал мехдау. Так, та уйшом дат. Ильно задать чекаяк кардоцук. И в 100% чекаяк на юхицац. Инде ёх порюк часам елду. 19 апреля полк имени Героя России Ахмат Хаджи Кадырова отмечает юбилей – 20 лет со дня основания. Поздравить бойцов приехали секретарь Совета безопасности Адам Кадыров, начальник управления Федеральной службы войск Национальной гвардии Российской Федерации по Чеченской Республике Шарип Делимханов, командир отдельной бригады оперативного назначения ордена Жукова Ильяса Мусенко, а также командиры подразделений Росгвардии и МВД по Чеченской Республике. Обращаясь к личному составу дивизии, Адам Кадыров бойцам передал слова поздравления главы Чеченской Республики и от своего имени поздравил с юбилейной датой. Выразил благодарность за добросовестную службу и преданность долгу. Ассаламу алейкум. Шарип Делимханов в своем выступлении отметил, что со дня основания полка бойцы добросовестно выполняют свою работу. Он поздравил военнослужащих с этим знаменательным днем и пожелал им удачи в своей служебной деятельности во благо Родины. полк дайонжа, дайма вайпачо, вамякдас, лирми Рамзанаш, тейлен задача на высшем уровне хоче, шадяк душу, задаванжа, милчу метахилчи, долж метадайма, дикция китна душу, цеяки, ядар хундячи, лазу гобудо, первый президент Амладжи, сарой полк юрду халквелна. سيطرة управление Росгвардии зара شده گرده عدالت سون دالده عدالت در دو داده داره زل و مقدن و باید چنم زن عجینه دائما و نیوشک مسئولات تشعو شو ایشت تندوزل احمد عیل آدم رمزانویچ میلچو متع و صوبز یوش متع نه وصل خلا دائما و هو یوشو حبو شبور دائما ولا و احمد عجینیات یا دلازو قبل دوتن داخل دلار و نیات یا دوشه قدا وانشاسين وشمال دعوة دوي دالات وبيض دالبерт كيل أحمد سيلا الله أكبر. От имени 46-й роты оперативного назначения ордена Жукова и от своего имени Ильяса Мусенко поздравил сотрудников с юбилеем и отметил, что Север Ахмат идеально выполняет поставленные задачи. Поздравляю личный состав полка со знаменательной датой Днем образования воинской части. Сегодня военнослужащие 141-го специального моторизованного полка – это слаженная воинская часть, способная в любых условиях обстановки обеспечить четкое выполнение поставленных служебно-боевых задач. С первого дня проведения специальной военной операции и по настоящее время личный состав полка с достоинством выполняет поставленные задачи по обеспечению безопасности нашей Родине. Выражаю глубокую признательность главе Чеченской Республики, Герою России Рамзану Ахматовичу Кадырову за всестороннюю поддержку, вклад и неоценимую помощь к нуждам воинов и заботах о семьях бойцов.
В ходе мероприятия Адам Кадыров вручил награды отличившимся бойцам. Указом президента России медалями за отвагу награждены Минкаил Шидаев, Асхаб Усманов и Беслан Дударкаев. Высшей наградой Чеченской Республики ордена Кадырова удостоены Магомед Шайхаев, Артур Исраилов и Адам Надуев. Также указом главы региона звания Герой Чеченской Республики Онах были удостоены 2 сотрудника полка. Помимо этого, ряд отличившихся бойцов награждены медалями защитнику Чеченской Республики. Здесь же Адаму Кадырову вручили памятную медаль «20 лет специальному моторизованному полку «Север» имени Ахмата Хаджи Кадырова. Указом президента Российской Федерации за мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга в зоне специальной военной операции, награждены военнослужащие полка имени Героя России Ахмат Хаджи Абдулхамидовича Кадырова медалью за отвагу лейтенант Шидаев Минкаил Мавладович, Усманов Асхаб Кумидович, Дударкаев Беслан Абдулганиевич. Указом главы Чеченской Республики орденом Кадырова награждаются Шайхаев Магомед Майрбекович, Исраилов Артур Ибрагимович, Надуев Адам Хамзатович. Присваивается звание Нохчей Пачхалхан Конах, Исаеву Резвану Вахаевичу, Альвиеву Тиграну Исламовичу. Награждаются медалью защитнику Чеченской Республики Махтиев Бадруди Вахаевич, Атиев Имран Гамзатович, Хамбулатов Адам Рамзанович, Эльгериев Турпалали Алмадыевич, Бачиев Алхазур Нахаевич. Приказом командира полка имени Героя России Ахмат Хаджи Абдулхамидовича Кадырова награждается памятной медалью «20 лет полку имени Героя России Ахмат Хаджи Абдулхамидовича Кадырова» секретарь Совета Безопасности Чеченской Республики Кадыров Адам Рамзанович. После официальной части гости возложили цветы к мемориалу памяти первого президента Чеченской Республики Героя России Ахмата Хаджи Кадырова и погибших бойцов подразделения. 20 лет – это только начало новой главы в истории полка, который стал символом стойкости и непоколебимой верности России. Менялись калибры, менялась экипировка, на смену картам пришли дроны. Но за эти 20 лет неизменным осталось одно – железная установка. Первым входить, последним уходить. Для этих парней юбилей не повод для долгого застолья. Это просто короткая пауза перед следующим выездом. Ахмед Рамазанов, Магомед Басаев, Вести, Чеченская Республика. Торжественная встреча Знамени Победы состоялась в Грозненском центре образования имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Почетную миссию приняли внуки первого президента Чеченской Республики. В рамках мероприятия прозвучали стихи и песни военных лет, отдавая дань уважения подвигу героев Отечества. Эстафета приурочена к 81-й годовщине со дня Великой Победы. Репортаж Лейлы Муртазовой. Учащиеся Центра образования имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова выстроились на торжественной линейке, готовые встретить символ победы. Посмотреть на юных патриотов пришли высокопоставленные лица. Участие в мероприятии приняли и внуки первого президента Чеченской Республики Абдулла Хасан и Хусейн Кадыровы. Мы сегодня обязаны знать эту историю, передать эти знания будущим поколениям, в частности, вы, молодые люди, выпускники, школьники, учащиеся данного центра образования. На вас лежит большая ответственность сохранить эту память о героических подвигах всего нашего народа, всех народов Советского Союза и передать следующим поколениям. Друзья, нам с вами необходимо учить историю, чтобы нас не могли обманывать в будущем. Сегодня в мире очень модно, когда пытаются переписывать историю, подменивать факты, вводить людей в заблуждение. Поэтому на вас лежит большая ответственность. Министр образования и науки Чеченской Республики Хошбау Дедаев выступил с напутственной речью. История родного края, история Чеченской Республики. Даяған ширч история хдуина, хубална шлайна,
هودك بلغشلين هقون خبل تاق ويموق حباق غير نش ويدولج ويدوز غير نش ليك إستوري زريو قستنا وطغن هيغوش بولشة وليكي أتيتسني وينا أزوغاحة خل تاق تسن معنا إمشربول بالله هون برا ويبتش حلقو اتستاحة طول موغبقنا خلق تصحن موغ قستنا نوخشي قومو استمع موغدا غلاتيرا قيت غوين دوزردو. Церемония выходит на свой главный этап – передача «Знамя Победы» – символ великой победы и героизма народа. После дети выступили со стихотворениями и музыкальными композициями, посвященные памяти героев Великой Отечественной войны. Через них они передали свою благодарность и уважение к тем, кто сражался с фашистскими оккупантами. Чтоб на земной планете не повторилось той зимы, нам нужно, чтобы все дети об этом помнили, как мы. Далее копии Знамени Победы из Центра образования перевезли в Ахматюрт. Абдулла, Хасан и Хусейн Кадыровы в торжественной обстановке передали красное знамя учащимся школы номер 1. Красное знамя, водруженное над поверженным Рейхстагом разведчиками 150-й стрелковой дивизии, стало символом победы советских войск над немецко-фашистскими захватчиками. Школа стала хранителем символа. Это большая честь и ответственность для коллектива. К участникам церемонии обратилась директор учреждения. Школа имени первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова принимает у себя знамя Великой Победы. Сегодня знамя Победы шагает по всем регионам нашей необъятной страны. Мы в долгу перед теми, кто завоевали эту великую победу. Вечная слава героям от солдата до генерала, которые подарили стране великий победный май. Ученики подготовили творческую программу. Из их уст звучали стихи, песни. Выступление ребят создавало особую торжественную атмосферу мероприятия. В преддверии празднования Великой Победы это мероприятие стало символом единства и уважения к подвигу советского народа. Для школьников участие в эстафете «Знамя Победы» – это важный воспитательный момент, который поможет осознать цену мира, значение победы и роль каждого поколения в сохранении исторической правды. Лейла Муртазова, Аднан Хусаинов, Вести, Чеченская Республика. Висхан Закаев спас от затопления жилой квартал в Дагестане. Во время сильных паводков ливневой канализации Дербента перестали справляться со стихией, и вода начала стремительно затапливать дома. В этот момент Висхан работал на одной из городских стройплощадок. Не растерявшись, он с помощью экскаватора вырыл 2 траншеи длиной почти 100 метров каждая, благодаря чему уровень воды начал снижаться. О смелом поступке в репортаже Медины Мударовой. Вокруг царил хаос, грохот, крики людей. Наводнение в Дагестане принесло множество потерь, а Висхан Закаев оказался в самом эпицентре и не остался в стороне. В этот день его инстинкт самосохранения отступил перед долгом. Рискуя жизнью, он выводил технику на опасные участки. Буквально за считанные часы Висхан прорубал водоотводящие траншеи, уводя воду от жилых домов. Страха не было, признается мужчина, только одна мысль – успеть. Jeg har dyrt at jeg går det skal holde det. Jag satt teknik helt sig jag hade det så är box polish jag satt traktat sig igen här så jag säger bollbärs och så yuqa så jag tycker är väl så här jag looks där jag الخدعات det där så det är nog så det där jag säger شاید چوار سوار شاید تصور شاید صغيرتين شو يوصل شاید فيلم تراكتور يشاع خايت وعروات سي تراكتور حيان تدير لوكش حيوتش يونر سي تراكتور لوكش دير حيات شيء خيط أخد عدوش ده سرز كتشين والملاني أخك وقش بون مورد ده نيق أخك وقش دي أخنا راسي ورن الله ميلار سير. Новость о подвиге Висхана разлетелась по всей республике, но с особой гордостью ее встретили в его родном селе. Собравшись за одним столом, члены семьи обсуждали
обсуждают последние события. Для односельчан, друзей и родственников мужчина всегда был скромным и достойным человеком, а теперь его имя стало символом чести. Старшие отмечают такие примеры, воспитывают подрастающее поколение лучше любых слов. за заслугу перед Чеченской Республики Алдона, дохдон, боклиран беш, дох сох беш, селан и боглела. Делрезо почана хул бадолшдона مسومتي تيجي كوتش دو يكوتش هو يوقع على شو حل ونقوش دوك مسؤول إذا طيح على تقشر شو عدونا وتقن ريتشنا سودين دو غيش له كيك ومسألة قوش له والله ده مكش من أشلي لوري ده على شو كذا. Отвага не осталась без внимания руководства. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров отметил оперативность и профессионализм Висхана Закаева. За проявленный героизм он был удостоен высокой государственной награды. Медаль за заслуги перед Чеченской Республикой передал заместитель председателя правительства региона, министр по национальной политике и внешним связям, печать информации Ахмед Дудаев. Медалью за заслуги перед Чеченской Республикой награждается Закаев Висхан Мусаевич, водитель СВА. Глава Чеченской Республики, Герой России Рамзан Ахмадович. Десять лет за рычагами экскаватора для Висхана было просто мирным трудом. Он признается, никогда бы не подумал, что профессиональные навыки помогут спасти человеческие жизни. Медина Мударова, Мусар Хаджиев и Магомед Ахматов. Вести, Чеченская Республика. Заместитель председателя правительства, министр по национальной политике и внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев провел рабочую встречу с делегацией из Грузии. Визит направлен на сохранение исторической памяти и поиск родственников солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны. Речь идет о бойцах, защищавших город Грозный в 1942-1943 годах, среди которых есть уроженцы Грузии. В результате работы поисковых отрядов на Урский рубеж, русские витязи и последний рубеж установлены имена 42 человек, захороненных в братской могиле на центральном кладбище Грозного. Стороны обсудили результаты совместной поисковой работы, а также дальнейшее сотрудничество. Я хочу поблагодарить всем нашим братьям, которые по сегодняшний день хранили наших останков, наших близких, членов семей, дедов, прадедов, которые воевали за нашу бывшую государство, за Советский Союз, который действительно тогда и сейчас, когда вспоминают, это большая, великая страна. После делегации из Грузии посетила центральное кладбище и почтила память своих соотечественников, погибших в годы Великой Отечественной войны. Гости выразили благодарность руководству и жителям региона за бережное отношение к памяти павших и сохранение исторического наследия. Работа по установлению имен солдат, погибших в годы войны, продолжается. В ней принимают участие поисковые организации, волонтеры, военнослужащие, сотрудники объединенной группировки войск. Это очень знаковое событие сегодня. Здесь, судя по нашим спискам, более 700 человек, выходцев из Грузии, отдали свои жизни и навечно остались лежать в нашей земле. И их жизнь, очень надеюсь, будет несломленным мостом между нашими странами, которых, к сожалению, сегодня разделила история. На их героизме мы будем выстраивать снова мост и единое целое в той великой победе, которая досталась ценой жизни этих ребят, которые лежат здесь. В Грозном состоялась донорская акция. Собранная кровь будет направлена в лечебные учреждения республики, а также для оказания помощи раненым в зоне проведения специальной военной операции. Мероприятие приурочено к Национальному дню донора, празднику, учрежденному в память о первом успешном переливании крови в России. О том, сколько жизненно важной крови удалось собрать, в репортаже Мадины Кураевой.
Капля крови падает в прозрачный пакет и за несколько минут превращается в чью-то надежду на жизнь. В Национальный день донора в республиканской станции переливания крови с самого утра многолюдно. Здесь проходит масштабная всероссийская акция «Код донора. Единство народов». Сегодня сюда пришли десятки добровольцев. Для некоторых это первый опыт донорства, для других уже добрая традиция. Но всех объединяет одно желание – помочь тем, кто сейчас особенно нуждается в поддержке. Пациентам больницы и военнослужащим в зоне проведения СВО. Участие принимают депутаты парламента региона, студенты, различные организации и каждый желающий сдать кровь. Перед процедурой доноры проходят обязательное медицинское обследование. Собранная кровь будет направлена в лечебные учреждения республики, а часть запасов в госпитале, где проходит лечение раненые бойцы. Акция проходит в рамках проектов «Сдай кровь, спаси жизнь», «Здоровое будущее» и народной программы партии. Организаторы подчеркивают, такие инициативы в регионе стали системной практикой. Мы считаем, что это очень важная акция для того, чтобы спасти жизни людей. И сегодня, когда наши бойцы, которые сегодня на передовой, также отстаивают интересы нашего государства, нашей республики, тоже нуждаются в этой крови. Сегодня мы еще раз подчеркну, что привлекаем к этому внимание. И в рамках партийного проекта и народной программы сегодня проводится эта акция. Мы не первый год сотрудничаем с данной станцией переливания крови. В год несколько раз проводим подобные акции. Хочу благодарить главу Чеченской Республики, члена Высшего Совета партии России Рамзана Кадырова, который уделяет особое внимание этому направлению. И со своей стороны хочу сказать, что мы и в дальнейшем продолжим наше сотрудничество. В ходе мероприятия благодарственными письмами наградили отличившихся медицинских сотрудников и почетных доноров. Коллектив Республиканской станции переливания крови выражает искреннюю благодарность за исключительное мужество, сострадание, самопожертвование, проявленные вами при сдаче клеток костного мозга для аллогенной трансплантации. Только за прошедший год 12,5 тысяч доноров из Чеченской Республики совершили 20 тысяч донаций, а 83 жителя региона стали почетными донорами России. Наш регион является лидером по заготовке такого важного компонента, как иммунная плазма. 6 жителей субъекта вошли в число доноров костного мозга. Мадина Кураева, Сайдамин Мусаев, Сайтелем Ампукаев, Вести, Чеченская Республика. В Гродненском нефтяном университете создали дверную ручку со встроенной системой автоматической дезинфекции на основе ультрафиолетового излучения. Устройство самостоятельно обеззараживает поверхность после каждого касания, что делает его особенно актуальным для мест с высокой проходимостью. Сейчас команда разработчиков готовит патентную документацию и скоро планируется пилотное внедрение в медучреждениях. О принципе работы в следующем сюжете. Каждый день мы десятки раз касаемся дверных ручек в подъездах, магазинах и офисах. И редко задумываемся о том, что поверхность, до которой мы дотрагиваемся, может быть рассадником бактерий. Антибактериальные покрытия быстро стираются, а санитарная обработка вручную не всегда бывает своевременной. Решение этой проблемы предложили в Гродненском государственном нефтяно-техническом университете имени Миллионщикова. Здесь разработали прототип дверной ручки, которая автоматически обеззараживается после каждого использования. Мы бы хотели, чтобы люди оставались здоровыми и минимизировать заражение через такие контактные поверхности, как дверные ручки, потому что каждый день много людей трогают, особенно в общественных местах, в больницах, и эти бактерии, они очень легко передаются, потом потрогали, глаз почесали, там что-то сделали и уже заболели. Чтобы такого не было, чтобы на этапе, когда уже в ручку эту взяли, отпустили, ничего вы с собой не прихватили. Маргарита Ибрагимова, менеджер в инновационном пространстве «Хай-парк», наблюдая за работой инженерных команд и оценивая запросы рынка, увидела огромный потенциал в данной разработке. Сейчас над воплощением идеи трудится команда из 3 человек. Это один из наших первых прототипов, который мы сделали, но в итоге после тестирования поняли, что он не совсем практичный и надежный. То есть на этих стыках он начал трескаться, оргстекло, и поэтому впоследствии мы решили сделать его более компактным, поменьше, и он показал себя намного лучше. В
Принцип работы устройства прост. В ручку встроены датчики касания и UVS-светодиоды. Человек открыл дверь, отпустил ручку и запускается 5-секундный цикл облучения, уничтожающий 99% бактерий. А вот и та самая ручка. Первый полноценный рабочий прототип уже покинул стену лаборатории и отправился туда, где санитарность имеет первостепенное значение. В Республиканской клинической больнице имени Ахмада Хаджи Кадырова устройство скоро установят в качестве пилотного образца. Данное решение направлено на разрыв контактного пути передачи инфекции в месте скопления людей. То есть в данном случае в медицинских организациях. Отдельно эта ручка не несет с собой такую масштабную эффективность. Она в комплексе с другими методами дезинфекции, она очень эффективна. Руководство медицинского учреждения на протяжении последних лет планомерно внедряет самые современные стандарты эпидемиологической безопасности. Здесь давно взят курс на максимальную санитарию. Установка самоочищающейся дверной фурнитуры стала продолжением этой стратегии. Когда больной поступает в приемное отделение, мы берем у него экстренные анализы. Эти анализы мы берем больного по пневмопочте, поднимаем на 2-й этаж. Понимая специфику больничных помещений, сейчас инженеры команды готовятся к производству партии из 15 ручек рычажного типа. Такая форма позволит открывать двери без использования кисти рук, а система обеззараживания завершит дело. Однако данное устройство не единственный проект, выходящий из стен Хай-парка. Это пространство уже зарекомендовало себя как кузницу инновационных решений для региона. Стартап «Стереомед», он открыт в университетской стартап-студии в рамках федерального проекта. Мы осуществляем поддержку полностью всего, помимо финансовых средств, полностью всей деятельности таких стартапов. В ближайших планах разработчиков завершение патентования устройства и масштабирование технологий. Рабиат Гайтиева, Магомед Басаев, Адлан Хусаинов, Магомед Ахматов. Вести, Чеченская Республика. В Грозном состоялся чемпионат СКФО по робототехнике. Соревнование собрало талантливых школьников, юных инженеров, изобретателей и энтузиастов современных технологий. Участники состязались сразу в 5 номинациях. Кто сумел проявить себя лучше всех и завоевал звание лучшего, расскажет моя коллега. Лесной пожар в труднодоступной местности, куда не проедет техника и не рискнет зайти человек. Именно для таких критических ситуаций Магомед Эмин разработал свой беспилотник. Юный инженер уверен, его творение способно выиграть те самые драгоценные минуты, которые спасают гектары леса. Сначала мне пришло в голову, чтобы дрон стрелял вот такими вот капсулами, и они при ударе в стену, пол раскрываются и покрывают в радиусе 150 метров огнетушительной пеной. Затем мне пришло в голову, как бы это реализовать. В интернете я нашел такое решение, как такую пушку. Она собрана из ПВХ труб и стреляет за счет сжатого газа. При поджигании капсула с огромной скоростью вылетает через дуло и достигает своей цели и тушит пожар. Не менее амбициозную задачу решила команда из 2 человек. Ребята сконструировали систему автоматического сброса семян на пустые участки земли. Дрон пролетает над пустырями или пострадавшими от вырубки зонами, буквально засеивая их с воздуха. Есть разные семена деревьев, семена других растений, то есть они сбрасываются, оставляются и прорастают. Пробовали, все отлично, но это пока что макет. В дальнейшем будем дорабатывать этот дрон. И надеюсь, он поможет еще. Дрон взлетает и отходит на то место, которое надо сбрасывать это семя и сбрасывать семя. Он в день разбрасывает около 50 тысяч семян. Это около 9 гектаров. Соревнования роботов, творение совсем юных инженеров – все это проходит здесь, в Грозном, на базе регионального центра развития дополнительного образования «Квант». Турнир «Робо-шоус» ежегодный проводится в целях развития творческой активности и популяризации инженерных специальностей среди подрастающего поколения. Организаторами выступили Министерство образования и науки, а также региональный центр развития дополнительного образования. У нас сегодня в гостях несколько регионов СКФО. Это Кабардино-Балкария, это Дагестан, несколько команд представил, и Ингушетия. И также наша республика и разные муниципальные районы нашей республики.
Этот чемпионат у нас проходит уже 9-й раз. Каждым годом увеличиваются участники. Такие соревнования, это прежде всего выявляет наших детей именно ориентированных на инженерные специальности. Наблюдают за работой машин в строгой жюри. Эксперты оценивают не только картинку, но и практическую применимость. Участникам необходимо защитить свою идею. Акцент идет на то, как они собрали этих роботов, потому что тут различные типы роботов. То есть тут роботы, которые с клешнями, есть роботы, которые по типу рельс. И, соответственно, на то, как они хорошо его собрали, и на то, как хорошо они умеют им управлять. Ребята довольно-таки перспективные, несмотря на свой юный возраст, они показывают хороший уровень. Представлено здесь 5 номинаций. Одна из интересных – «Векс» – командный матч по сбору кубиков и строительству башен. Ребята сами конструируют роботов и задают им программу. Главная задача в этом раунде – набрать максимальное количество баллов, собирая кубики на поле. Судьи оценивают не только скорость, но и чистоту выполнения маневров. У участников есть всего пару минут, чтобы показать все, на что способен их робот. После подведения итогов призерам вручили сертификаты, дипломы, кубки, подарки и денежные поощрения. Теперь участники ждут следующего года. Они вновь придут с новыми идеями и изобретениями. Медина Мударова, Селимин Мусаев, Сайтель Мампукаев и Вести, Чеченская Республика. Что если остановиться и увидеть мир не как взрослый, а как первооткрыватель? Там, где мы видим просто лужу, ребенок видит океан. Воронежский театр юного зрителя привез в Грозный интерактивный спектакль «Где лужа, там и я». Историю, где обычная городская лужа становится порталом в мир фантазии. Игра «Открытие и бескрайнее детское любопытство» – вот главный герой этой постановки. О том, как важно иногда посмотреть на мир глазами ребенка, в репортаже Рабят Гатиевой. Что может быть притягательнее лужи для ребенка? Конечно, для взрослого это просто вода под ногами, которую нужно обойти так, да чтобы еще и не испачкаться. Однако в детском представлении обычная лужа – это целый мир, наполненный приключениями. И сегодня он ожил в стенах Чеченского театра юного зрителя. Необыкновенный мир, где резиновые сапоги превращаются в корабли, а несколько капель воды способны разлиться в ультрамариновом море. Воронежский государственный театр юного зрителя имени Маршака привез Грозный спектакль исследования «Где лужа, там и я». И кажется, вместе с труппой в зал ворвался теплый весенний дождь. Настолько свежая и чистая была эта постановка. Режиссер Анна Боголюбская-Куненкова вместе с 3 проводниками в водном путешествии занудой, романтиком и шалуней приглашает малышей и их родителей поучаствовать в новом формате театра, где нет привычной дистанции между сценой и залом. Эти показы стали возможны благодаря масштабному федеральному проекту «Большие гастроли». Воронежский ТЮЗ проехал в республику с 3 жемчужинами своего репертуара. Но именно завершающий спектакль стал самым особенным в афише, как для самих артистов, так и для местных зрителей. Наши коллеги, друзья, они на самом деле выбрали правильные спектакли. Почему? Потому что совершенно разные категории детей, подростков, молодежи они затрагивают. Да? Если в первый день у нас был спектакль с возрастным цензом 6+, вчера уже 12+, это по сути был для взрослых уже, для молодежи спектакль, то сегодня 2+ для самых маленьких. И если смотреть по откликам, по тому, как зритель принимал эти спектакли, я думаю, правильный выбор был сделан. И прежде всего сами артисты, которые выступали перед нашими зрителями, получили большое удовольствие. Важно, что постановка инклюзивна. Артисты используют жестовый язык, делая мир сценических образов доступным для каждого ребенка. Дети с искренним восторгом следят за каждым движением на сцене и не скрывают своих эмоций, смеясь и аплодируя. Мне понравилась «Медуза», как они смешно говорили, игрались. И мне понравилось, как мы вышли на сцену, там покопались, порыбачили. Нам очень понравилось. Спасибо за спектакль. Как призналась принимающая сторона, этот визит – отличный способ обменяться опытом и напитаться творческой энергией друг от друга. Конечно, мы на это смотрим с большим интересом и любознательностью, как живет, чем дышит наш коллега театр юного зрителя города Воронежа. И всегда очень любопытно, как работает цех, какие ходы, решения находит в той или иной интерпретации режиссер театра. Действительно, такой получился 3-дневный мастер-класс для меня, как для режиссера, для моих актеров.
Хозяева сцены тепло поблагодарили воронежских коллег за визит и 3 дня настоящего праздника. Артистам и руководству театра вручили памятные подарки, а вместе с ними обещание крепкой дружбы 2 театров. Я работаю в театре более 30 лет. Более теплого приема мы не встречали. Замечательный коллектив театра, замечательное руководство театра, которое нас встретило, и еще более замечательный ваш зритель. Ну, обычно не так сильно, не так ярко реагируют, а здесь было, ну, правда очень приятно. Может быть, это какая-то чеченская душа детская. Было очень приятно. Однако театральный обмен этим не заканчивается. Уже совсем скоро воронежская публика затаит дыхание в ожидании 3 культовых спектаклей от Чеченского государственного театра, которые, мы уверены, покорят сердца зрителей столицы и Черноземья. Волны больших гастролей продолжают нести искусство к новым берегам. Рабят Гайтиева, Магомед Басаев, Магомед Ахматов. Вести, Чеченская Республика. На автодроме «Крепость Грозная» завершился 2-й этап чемпионата и первенства России по картингу, а также Академии Российской автомобильной федерации. Более 130 участников из России и Беларуси собрались на трассе. Гонки получились зрелищными и напряженными. Победители и призеры награждены кубками, медалями и ценными призами. Сезон продолжается. Впереди у гонщиков новые соревнования, борьба за чемпионские титулы. Надо отметить то, что каждый этап, который проходит в Грозном, собирает рекордное количество участников. Это более 130 пилотов, которые приехали на этап в Грозном. И эта цифра с каждым годом становится все больше и больше. Благодаря тем условиям, которые созданы сегодня у нас здесь, на автодроме «Крепость Грозная», картодром считается одним из лучших в России. И все это приезжие, как и сами участники соревнований, так и сопровождающие родители говорят, это благодаря главу Чеченской Республики Героя России Рамзана Ахмадовича за создание таких очень хороших, благоприятных условий для проведения таких высокого уровня соревнований. Мы уверены, что в ближайшем будущем будут на пьедестале представители нашей команды, которые будут побеждать, принимать участие в этапах чемпионата России и Кубка первенства России. Завершился чемпионат Чеченской Республики по футболу. 16 сильнейших команд боролись за титул на полях Грозного. После группового этапа в финал вышли 2 команды – «Закан» и «Клинкер-95». Матч получился бескомпромиссным и держал в напряжении до последних минут. В упорной борьбе со счетом 2-1 победу одержала команда «Закан» и стала чемпионом зимнего первенства России. На этом пока все. Много интересного контента смотрите на аккаунтах Вайнаха в социальных платформах.